Ассаламу алейкум, Вацал. Здесь я хотел сказать насчет этого. Тут я вижу, некоторые не понимают, видать, полной сути того, что вот в Москве Маджлис, там, что они там делали. И именно гумбетовцы говорят, что, мол, ничего такого здесь нету, это не разделение нации, народа. Да, напрямую никто не говорит, что это разделение, и как бы, может, в голове тоже нету. Но эта вся тема с советских времен, с большевизма, вот как это внедрили нам, вот мы ее поддерживаем. Вот. И вот одно дело, если, например, внутри Аварской республики, Аварское государство, если кто-то там э, у себя там, я не знаю, в районе или где там делал бы, там мог бы еще гумбетовцы как-то сказать, да? Вот. Хотя в религии какая разница, гумбетовцы они или из какого она села этот. Вот. Просто сказали бы авары. Вот это и есть, как сказать, поддержка разделения. Говоря гумбетовцы, это уже ты как бы отделяешь. Ну, в Москве, ну, сколько гумбетовцев найдется, во-первых, чтобы туда прийти. А во-вторых, а какая разница, если это религиозная тема? Почему нельзя сказать авары? Когда кумыки делают, например, ифтар или там маджлис, они говорят кумыки. Если лакцы делают, они мол, типа, лакцы, проходите вот так, вот так. Они не говорят там кулинцы, там, казикумухцы, то есть, вернее, Лакский район у них есть, с Лакского района, выходцы из Лакского района. И кумыки так не говорят, для таркинских там. У нас даже ифтар был для выходцев из Шамильского района. То есть остальным туда не надо идти, да? И получается в любом случае, вот в Москве вроде бы, да, а наше название не звучит, нету его. Есть какие-то там гумбетовцы, есть какие-то там, не знаю, там выходцы из Шамильского района. Кто такие они? Что это такое? А вот это, за которым стоит великая история, да, глубокая история, там, богатая история, и, я не знаю, много чего, да, и много великих людей, вот этот народ авары вообще не звучит. А если было бы авары там, или вот авары там то-то, то-то делают, те же проходящие там, кто читает все это, и те русские, иностранцы, или кто бы там ни были, они авары, авары, это, а что за авары? А, это же те авары, походу, вот. Та история, которая аварский каганат был в Европе, авары, которые в Малой Азии были. И они знают, что это наш народ. И когда мы, например, еще такой момент есть, когда говорим гумбетовцы, тумадинцы, там, чарадинцы, там, мы мысленно, ментально себя как бы отделяем. И уже молодежь, вот это все видя, они все равно как-то обосабливаются. Все равно идет такое, что мы-то гумбетовцы, а те-то кларатинцы. Поэтому нельзя это делать. Вообще не надо это говорить. Нету Гумбетовского района. Это надо уяснить. Нету Чародинского района. Нету Цумадинского района. Советский район. Это вообще охренеть можно было. Сейчас его Шамильский район это сделали. Нет, у нас у аваров никогда не было районов. Это кафиры нам принесли. Мы же мусульмане, тогда зачем мы это кафирское берем? Ладно, мы сейчас живем, да, Дагестан, у нас сейчас такой момент здесь, да, вот этот находится, и мы вынуждены где-то писать там такой-то район, такой-то район. Но между собой общаясь, зачем мы это говорим? Районы вот эти. Тем более, делаем в Москве, там где-то вообще за пределами, да, где о нас, можно сказать, плохо знают. Мы там вообще внедряем какое-то новое понятие. Ну это же смешно, да, как одна селуха там, гумбетовцы себе сделал в Москве, ну и чё? Ну, просто дело в том, что те, кто это делают, они, может, не задумываются об этих вещах, они еще мыслят вот так по-дагестански. Но если задуматься, это же разделение. Ни лезгины это не говорят, они делают общий лезгинский. У них объединение лезгинского народа там, да, а общественная организация лезгинского народа. А у нас обязательно там картинская молодежь, хунзакская молодежь, там гумбетовский там этот, или там гунивский какой-то. У нас все по кускам делится. Аварский где есть? Мы как народ аварский где есть?
Это пора понять. Это не вам не халам-балам. Это, ну, ничего такого нет. Еще как есть. С мелочи начинается вся тема. Вот в этих мелочах, допуская, мы дошли до этого. А сейчас удивляемся, объединить не можем свой народ. Да мы никогда так не объединим. Вот это поймите, пожалуйста, Ватса, вот это обязательно надо понять. Нельзя так говорить. И вот это цыканье тоже надо убрать. Аварцы. Авары. И когда вы говорите про нас как про народ, маарулал не употребляйте. Мы не маарулал. Нету маарулмат. Я здесь опять слышу периодически маарулмат говорят. Нету маарулмата. Горский язык это как понятно? Шотландцы тоже горцы. Лезгины тоже горцы. Даргинцы горцы, лакцы горцы, карачаевцы там, балкарцы. Горцев валом. Где горы есть, там и горцы. На Алтае тоже горцы живут. Ну как это понять? Горский язык, как это? Какой язык горский язык? Ни один народ не говорит, у нас горский язык, мы горцы. Они когда про народ говорят, они название своего народа говорят. Вот так и мы должны название своего народа говорить. Маару это там, между нами должно быть, и то, где кто живет. Вот это обозначает. Я Маару сказать, то есть я сельский человек, я горский человек, я оттуда. Вот так можно сказать. Но не как народ, когда тебя спрашивают, ты какой нации, это по нации Маарулов, иначе да говорят. Блин, ну тогда кто ты? Какой Маарулов? Лезгин, что ли? Нет, Даргинец? Нет, бля. Балкарец? Нет, бля. Может, ты шотландец, ирландец? Нет, бля. Так кто же ты? Есть люди, которые скажут, я авар. А, так это авар. Ну так и скажи, что ты авар. Что ты говоришь, бля, Маарулов? Какой-то горец, бля. Поэтому это очень важно.